Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как мужчина лишился недавно купленной иномарки, попав в небольшую аварию. Нашел чисто объявление, просто позвонил, мне машину пригнали. Я расплатился в ней, то есть отдал документы, которые сейчас на руках смотрят. Просто разбой. Просто украл сумку. Подробности нападения на жительницу Казани. А также суд вынес решение о взыскании в пользу казанца 420 тысяч рублей. Но мужчина утверждает, что в суд не подавал. Мне пришло списание от приставов, что у меня есть долг непогашенный 200 рублей. Я зашел на сайт судебных приставов. На сайте судебных приставов я узнал, что это судебное какое-то было дело. Это и не только прямо сейчас. Попал в небольшую аварию на только что купленном автомобиле и навсегда лишился транспортного средства, за которое отдал немалые деньги. Второй участник аварии тогда вину признал. Вместе отправились оформлять ДТП. Там-то и выяснилось, документы на купленную иномарку поддельные. Нафиса Минязова вникла в суть. Просто было ДТП, обратились по страховому случаю, то есть документы стали проверять, и оказалось, что документы поддельные. Как говорит владелец минивэна, он бы еще долго, наверное, не знал, что машина, которую он приобрел буквально 3 дня назад, была с фальшивыми документами. Подделка всплыла совершенно случайно при оформлении аварии, в которую попал водитель «Тойоты» на пересечении улиц Бурхана Шахиди и Таззи Гиззата. Я стоял на перекрестке, дождался зеленого светофора. После этого, меня выезжает автомобиль сзади, стоячего. Водитель Дэу Некси вину признал, зарисовали схему и вместе с владельцем минивэна поехали в центр оформления ДТП. Вот там автоинспектору и показал странным свидетельство о регистрации «Тойоты». Признаки подделки были видны специалисту невооруженным взглядом. Владелец минивэна сначала сильно удивился и был в недоумении от происходящего. Затем стал предполагать, как такое могло произойти. Нашел чисто объявление, просто позвонил, мне машину пригнали. То есть я расплатился в ней, то есть отдали документы, которые сейчас на руках смотрят. Мне обещали выслать остатки документов, это ПТС и все остальное. Пригнали иномарку из Владивостока, оттуда же продавцы велели ожидать и остальной пакет документов. Если они и придут, то, вероятнее, тоже окажутся поддельными. В этом мужчина практически уверен. При более внимательном осмотре стало ясно, что регистрационные номера автомобиля также поддельные, а ВИН-номер был изменен. То есть машина была угнана, либо ввезена в Россию незаконно, и автомобиль пытались замаскировать под такой же, но легальный, создав его в полную копию. Сейчас экспертам предстоит установить подлинную историю этой машины и определить номера, присвоенные автомобилю на заводе. И если будет установлено, что машина была угнана и станет известно у кого, тогда она вернется к своему первоначальному владельцу. Если нет, тогда и предстоит сгнить на стоянке. Получить теоретический шанс вернуть свои деньги покупатель сможет лишь в том случае, если полицейские найдут продавцов. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Поздней ночью загорелся один из гипермаркетов Чистополя. Прибывшие на место огнеборцы установили, горит киоск, расположенный при входе в здание. В торговой точке, кроме охранника, никого не было. Он эвакуировался самостоятельно и, к счастью, не пострадал. Пожарные ликвидировали огонь за 10 минут. Общая площадь горения составила 5 квадратных метров. Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. Слили 15 литров топлива, проделав огромную дыру в бензобаке «Газели». Все произошло в соцгороде. Владелец транспортного средства снял на телефон повреждения своей машины. На кадрах мужчина делится своим разочарованием. Бензина нет, 15 литров. Бак на помойку. Не пропустил водителя завершающего маневр на перекрестке и спровоцировал крупную аварию. 2 «Лады» Калина и 99-й модели столкнулись на перекрестке проспекта Строителей и улицы Шевченко в Альметьевске. Там водитель «Лады» Калина, начав движение на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу «Ладе» 99-й модели. В результате сильного удара один из водителей был доставлен в больницу с различными травмами. Врачи осмотрели пострадавшего и отправили домой на амбулаторное лечение. В Казани под угрозой пистолета ранним утром 2 молодых людей забрали сумку с деньгами и личными вещами у 50-летней женщины. Расставаться с имуществом ей было жалко, но жизнь дороже. Как только нападавшие скрылись, женщина обратилась в полицию. Это и помогло в кратчайшие сроки задержать подозреваемых. Они даже не успели избавиться от улик. Анна Городнова поговорила с задержанными и удивилась, как просто они относятся к совершенному. Просто украл сумку.
Перед этим со своим товарищем просто взяли пневматический пистолет. Просто вышли на улицу Циолковского и, увидев одинокую 50-летнюю женщину, спешащую на работу, подошли к ней и, угрожая оружием, просто забрали ее вещи. Там были деньги. Сколько денег? 5000. И другое имущество пострадавшей. Общий ущерб она оценила в 10 тысяч рублей. Написала заявление и вместе с оперативниками отправились к месту преступления. При осмотре места происшествия и близлежащих дворов полицейские обнаружили и изъяли часть имущества, которое было в сумке. А спустя время на улицу Гудованцева задержали и самих подозреваемых. Одному из них было 20 лет, другому 23. На допросе рассказали, что преступление не планировали, следы особо не заметали. Спонтанно случилось. Деньги к тому времени они успели уже потратить, содеянным признались и отрицать ничего не стали. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Просто прогуляться по улицам они смогут еще не скоро. Уголовный кодекс за подобное предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Анна Городнова, вызов 112. Случайно узнал решение суда о взыскании в его пользу 420 тысяч рублей и опечалился. Житель Казани утверждает, он не только не знал об иске от его имени о возврате долга, но и в долг-то никому не давал. Узнал об этом совершенно случайно. Увидел свою задолженность в 200 рублей у судебных приставов. Потянув за ниточку, выяснил, что заседание с решением в его пользу было еще в минувшем году. Алия Хайрудинова выслушала историю. Мне пришло списание от приставов, что у меня есть долг непогашенный 200 рублей. Я зашел на сайт судебных приставов. На сайте судебных приставов я узнал, что это судебное какое-то было дело. К тому моменту, рассказывает Ленар Ермухаметов, когда он узнал об этом деле, на первом участке Новосавиновского мирового суда по нему уже вынесли решение без присутствия истца, ответчика, жителя Казани и соответчиков, уроженца Московской области и одной московской фирмы. Там же он и впервые увидел это дело. В исковом заявлении было указано, что он год назад якобы дал в долг ответчику 420 тысяч рублей. Договор и расписка прилагались. Деньги не вернули, что вроде как и стало причиной обращения в суд. В суде установил, что такого дела оно есть, решение суда есть, но в этом деле я не принимал участия. Суд вынес решение в пользу истца, то есть якобы в пользу Ленара. Никакие деньги, говорит, ему, естественно, не приходили. Разве что списали 200 рублей. Выяснилось, что исковое заявление было подано через почту. Говорит, его паспортные данные были указаны верные, а квитанция об оплате госпошлины была поддельная. Они узнали о том, что чек поддельный после того, как я обратился к ним. Говорит, вчитавшись в дело, странно ему показалась сумма. Точно такая же фигурировала в другом деле, где ответчиком был уже он. И рассказал, в минувшем году учрежденная им организация поставила одной из компаний товар и услуги на сумму именно 420 тысяч рублей. Компания-покупатель, говорит, приняла и товар, и работы, перечислила деньги. Но затем ее представители написали заявление, что услуги им не оказали, а акт выполненных работ якобы поддельный. Спустя время подали на нас в суд о том, что мы ничего им не поставляли. Вот. И требуют у нас сейчас деньги. То есть суд принял на их сторону решение, и после этого они на суде заявили, что якобы документ, который они подписали, якобы они поддельные документы. Мужчина предполагает, что, возможно, в этот раз таким образом кто-то хотел показать, что он действительно подделывает документы и обратить это в дальнейшем против него. С вопросами решил сходить к ответчику. Его адрес указан в материалах дела. Но третьей квартиры, в которой, согласно судебным документам, прописан ответчик, в доме просто нет. Скажите, пожалуйста, а здесь третья квартира есть в этом доме вообще? Нету? Нет. С четвертой только начинается, да? Да. В пресс-службе мирового суда пока затруднились прокомментировать это дело. В ожидании ответа Ленар Ермухаметов написал заявление в полицию. Но в возвуждении уголовного дела там, говорит, отказали. Состава преступления нет. И дело исключительно гражданское. Но кому и зачем оно было нужно, теперь ему остается только гадать. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.